Меня зовут Азия, я дочь известного рекордсмена книги рекордов Гиннесса Жалмая Марата Ильгиновича. Я хотела бы объяснить, наверное, с самого начала, почему папа вообще стал голодать, по какой причине. В 23 году, в ноябре, моего папу приговорили к 7 годам лишения свободы на 7 лет. И папа очень хотел открытого суда. Но суд, к сожалению, был закрытым. И мы не имеем права и не можем разглашать все, что там было. Мой папа в протест закрытому суду зашил себе рот и объявил голодовку. Это была его первая голодовка. Папе нечего скрывать, папа хотел открытого суда. Также я хочу сказать, что сейчас он уже в городе Степногорское, учреждение номер 4, находится 3 года. За эти 3 года он больше срока, наверное, 2 года, находился постоянно на голодовке, так как там были постоянно, нарушали его права, оказывали на него давление, унижали. Но сейчас, что происходит с папой, это самое худшее, что могло бы случиться сейчас. Сейчас начальник Медеев Конаш Ергалиевич самый ужасный начальник, который был у папы. Он единственный начальник, который отправлял его в карцер на 14 дней, за что папа, и так находясь на голодовке, но пил, перешел на 5-дневную сухую голодовку. Но потом он не выдержал и опять перешел на питьевую голодовку. Его всячески унижают. Хочу сказать, что ему дали дырявый матрас. Есть такой вот сленг среди тюремщиков. Это унизительно для него. Он выкинул этот матрас, и он 14 дней спал на железном стульчике. 5 февраля нам удалось с папой увидеться на краткосрочном свидании, где он сказал, что начальник открыто ему угрожал. Одна угроза начальника уже сбылась. Мы очень переживаем и боимся за папу. Также я хочу сказать, что в основном папа, находясь там уже 3 года, наверное, большую часть своего срока находился в одиночной камере, то есть ДИЗО. Как только он попадает в отряд, на него оказывают давление. Первое давление это был скайп. Мы, наверное, только 1 раз с ним по скайпу общались, потом его запретили из-за папы. И начали говорить людям в отряде, что это из-за него. И так постоянно. Было очень много проблем. Но сейчас, что творится с папой, это хуже всего. Его лишили связи. Каждую среду папа нам звонил, как положено, до 1 января. Каждый раз, когда он звонил, мы радовались, папа радовался. Это было единственным его счастьем. Сейчас нас лишили звонков и лишили нас длительного свидания. Я хочу объяснить вам, что краткосрочное свидание, которое мы были 5 февраля, мы просто сидим 2 часа разговариваем. Я поехала и моя сестра. Мы даже не можем его обнять. Мы не можем до него дотронуться. Очень больно видеть, что твой папа, он уже старый, он уже ослаб, он исхудавший. Он не говорит нам свой вес, потому что он очень переживает за нас. И теперь лишили длительного свидания, которое проходит 2 дня. Они лишили нас любой связи, изолируют его. И также хочу сказать, что они не вводят его в библиотеку, они не вводят его в магазины, то есть говорят, что магазин не работает, хотя мы ему присылаем всегда деньги. Также они не дают ему обращаться по терминалу. Они и морально давят на него, не дают ему читать, рисовать, абсолютно ничего не дают. Хотят его сломить. А теперь они и с нами нету никакой связи. И я хочу сказать, что я подавала официальное обращение в ДУИС и по правам человека. И они ответили мне так, что Медееву не поступало заявление от папы на допуск адвокатов. Но еще в декабре я папе много раз говорила, чтобы он написал заявление. Папа говорил мне, что он многократно писал заявление. То есть Медеев просто не принимает его заявление. Проводились шмоны неположенные дни, воскресенье. Постоянно, когда он находился в отряде, и из-за этого люди в отряде злились на папу, что шмоны были в неположенные дни. Поэтому он голодает, потому что везде есть давление. Когда он голодает, его отправляют в одиночную камеру. А сейчас это самые худшие условия. Если в одиночной камере люди не выдерживают 15 дней, даже 5 суток, его отправили еще и в карцер, а после карцера еще хуже, это СУС. Самые строгие условия содержания. Мы боимся, что Медеев может добавить ему срок, потому что одна угроза уже его сбылась. До этого, чтобы вы понимали, никакой связи не было с папой. То есть мы там 1,5 месяца его не видели, а мои сестренки, Анеля, которая обращение снимала, и моя несовершеннолетняя сестренка Альяна, не видели его уже полгода. То есть они приезжают на длительное.
Чтобы вы понимали, что краткосрочное свидание раз в 2 месяца, а длительное мы ждем полгода. И это у нас забрали. Папа всегда, когда мы готовимся к длительному, папа очень радостно говорит, что он хочет. Последний раз он сказал, что хочет, чтобы мы привезли ему мороженое. Я хочу, чтобы моего папу перестали трогать. Его и так несправедливо посадили. Я хочу, чтобы его и перестали там трогать. И к нему относятся там хуже всех. Как к какому-то убийце, маньяку. Он этого не заслуживает. Мой папа хороший человек. Мне папа сказал на коротком, что Медееву не нравится, что папа голодает из-за него, из-за его нарушений. То, что он нарушает его права, оказывает на него давление и стравливает людей в отряде на него. Постоянно оказывает на него давление. Ни в отряде, нигде он не может просто даже спокойно отсидеть свой срок. Несправедливый срок. Мы очень хотим, чтобы папу перевели в учреждение в Павлодаре где-нибудь, потому что мы очень переживаем за его именно безопасность. Мы боимся за его безопасность, его могут там убить. Мой папа умирает, пожалуйста, помогите нам.